Разом взявшись ниоткуда, все вокруг объял туман, снег летит, снег сыплет, стелет, снег беснуется. Буран. Стихами Габдуллы Тукая расскажем о снежном апокалипсисе на этой неделе. БРИКС, Казань, Россия и Татарстан в ожидании крупнейшего международного события. Как идет подготовка и что нас ждет? Мотострелковый полк номер 1231 здесь служат мобилизованные из Татарстана. Почему музей этого полка открыт в Донецкой Народной Республике? Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире 7 дней. В студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Конечно, дорожники не справляются. Ну а что делать? Все мы люди, все понимаем. Сильнейший снегопад за последние 5 лет. Как Татарстан сражается со стихией. Люди, которые в своих городах, районах добиваются реальных изменений к лучшему. Я испытывал в первую очередь, наверное, гордость за свою республику, гордость за свой город, за свою команду. Новое звание и награда от Владимира Путина. Кто такой муниципальный служащий и какие новые задачи стоят? Все районы республики преобразились в последние 15-20 лет. На селе должны люди жить тоже красиво, чтобы у них были условия такие же, как в городе. Татарстан – территория достижений, автобусный тур и разговор напрямую. Погода, а вернее не погода, отодвигает на второй план все другие важные новости, когда случается такое. Снегопокалипсис, аномальная метель, снежный коллапс. Как нас сейчас заваливает снегом, так и мы можем засыпать вас хлесткими выражениями. Хотя, объективности ради, синоптики предупреждали нас о том, что стихийные бедствия неизбежны. Но нам почему-то от этого не легче. К тому же мощный снегопад атакует Татарстан всю неделю. Закрытые трассы, сотни автомобилей в снежном плену, утопающие в снегу дворы, опаздывающие скорые и горожане, рост цен на такси, задержка рейсов. Испытывала нас погода всю неделю. Первый снежный коллапс произошел 17 января. Потом день передышки и самая сильная атака. По данным Гидромедцентра, в ночь с 19 на 20 января выпало 8-10 миллиметров осадков. В другие дни чуть меньше. То есть за эти несколько дней выпало осадков больше месячной нормы. Татарстан оказался под влиянием активных атлантических циклонов. А это снег, метели, сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Ухудшение видимости до 500 метров. Как противостояли стихии в Татарстане, Диляра Юсупова с хроникой недели. Снег на моей голове, снег первый раз в моем городе, снег, он метет и метет. Метет и метет без остановки. Буквально снежная лавина обрушилась на Татарстан прямо с начала недели. Главная новость последних дней и всего интернета. Соцсети то и дело пестрят роликами, как люди попадают в снежную ловушку и как из нее выбираются. Вот машины застревают на дороге, а это видимость изнутри автомобиля. Сугробы в человеческий рост блокировали вход к собственным домам, а люди расчищали тропинки буквально руками и всем, что попалось на глаза. Вот он до сарая, мы сначала докопали. Сейчас трактор. Сначала метель не утихала двое суток. По республике действовало штормовое предупреждение. 17 января на Казань обрушилась 11% норма осадков. Особенно сложно пришлось автомобилистам. В столице начались 10-бальные пробки. Власти Казани ввели план «Буран». Поехал на погрузку, сейчас на выгрузку. Вот я не знаю, сегодня закончу, нет? До вечера будем ездить. Конечно, дорожники не справляются. Ну а что делать? Все мы люди, все понимаем. Настоящий апокалипсис развернулся на трассе М7 в Зеленодольске, неподалеку от моста через Свиягу. Во власти стихии оказались несколько сотен больших грузов. Пробка растянулась на десятки километров. Многие водители простояли сутки. Движение для фур перекрыли. Вот со вчерашнего обеда стоим, не пустили. Было нормальное покрытие, можно было ехать, я не знаю почему. Зиму первый раз увидели, что ли. По плану «Буран» на улице вывели максимальное количество людей и техники. Активная уборка в городе началась после 10 вечера 17 января, когда трафик на дорогах значительно снизился. Техника работала на улицах Кулахметова, Восстания, Гагарина и Алафузова. Особое внимание маршрутам общественного транспорта и остановкам.
Всего будет задействовано 600 единиц. Дорожных рабочих будет привлечено более 500 человек. Дорожные службы переведены в усиленный режим работы. В первую очередь мы будем убирать, вывозить и посыпать реагентом магистральные дороги, дороги около социальных объектов и по маршрутам следования общественного транспорта. За сутки 18 января было вывезено 31 тысяча тонн снега и использовано свыше 1000 тонн противогололедных материалов. На уборке дорог было задействовано 1062 единицы спецтехники. А вот 19 января начался настоящий снежный коллапс. Под утро сразу 2 циклона накрыли Поволжье. Некоторые не могли выбраться даже с собственных придворовых территорий. Во многих школах отменили занятия, а часть людей просто не смогли добраться на работу. Общественный транспорт парализовал, ожидание автобусов доходило до часа. Вкупе с порывистым ветром снегопад остановил движение на трассах по всей республике. Закрыли основные федеральные дороги. Замерзает, да, у вас шины? Да, шины замерзают. Дорога мешается. Вот это вот для чего? Для того, чтобы потом было трение, да, и могла машина выехать, да? Не замерзает. Этот грузовик стоял здесь с ночи. Готовят еду, греют чай прямо в кабине. Многие выгрузили товар и просто ждут. Все зависит от непогоды. А солярки хватит? Да, все есть. Ничего, нормально, еда есть, вода есть. Вообще криптовый. Жители деревень тоже оказались заблокированы в собственных домах. Эти кадры из Высокогорского района. За дверью сугроб выше человеческого роста. Не открывается. В пятницу перекрыли трассы. М12 и М7 закрыты для всех видов транспорта. Участок М5 для больших грузов и автобусов. Застрявших на трассе буквально откапывали сотрудники МЧС. 24 оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов держали под контролем дорожную ситуацию. Пункты обогрева готовы на всякий случай. Приведены в повышенную боевую готовность вся спецтехника, которая у нас имеется, также автомобиль с повышенной проходимостью. По ситуациям, которые возникают на дороге, в случае чего выезжают наши транспортные средства для оказания им адресной помощи. Тяжело пришлось и сотрудникам ГИБДД. За день на 858-м километре трассы М7 «Волга» произошло 7 ДТП. Один пострадавший госпитализирован. Личный состав госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы. Оказывает помощь всем участникам дорожного движения. При помощи спецтехники вызволяет из снежного плена застрявшиеся автомобили. Обогревают водителей и пассажиров в патрульных автомобилях и обеспечивают топливом и транспорт и доставляют сухпайки. Это оказался самый мощный снегопад за последние 5 лет, по данным Гидрометцентра республики. 18 миллиметров осадков в сутки выпало в последний раз в декабре 2018 года. Кареты скорой помощи ездили на вызов в сопровождении ГИБДД. Интервал ожидания увеличился в несколько раз. Тяжело проезжать даже по центральным улицам города, про какие-то более мелкие улицы. Это вообще уже можно не говорить. Ситуация, которая творится за городом, к сожалению, еще хуже. То есть вот даже сегодня, например, поступал вызов в сторону Дербышек, частный сектор. Пришлось до вызова идти пешком попросту, потому что машина не смогла преодолеть препятствие в виде подъема, то есть в горочку. К середине субботы вывезли уже 83 тысячи тонн снега. Рустам Миниханов в конце недели отметил, буран показал, где наши слабые места. Он призвал мобилизоваться и направить все силы на борьбу с последствиями стихии. Снегопады стали причиной заторов и аварий. Несвоевременные или плохо очищенные дороги создают угрозу для жителей. Поступило 565 жалоб по очистке дворов, дорог и тротуаров, отметил райис республики. Огромный объем работы по расчистке. Самое главное, наверное, снега будет много, надо обеспечить проезд, чтобы везде проезд был. Надо будет еще раз детально проработать наличие техники, их состояние, комплектность техники. Знаю, что большой серьезный вопрос по комплектованию персонала. Снегопады показали, где наши слабые места. Это наша работа. Поэтому давайте мобилизуемся сами, и наши команды тоже должны везде работать. Погода испытывает нас до сих пор. К осадкам и сильному ветру добавился мокрый снег с налипанием. Это прямая угроза обрыва проводов.
Это еще не конец. На следующей неделе предстоит борьба с последствиями. Жители призывают быть бдительными и оказывать поддержку друг другу. Многие жители сами проявляют инициативу и помогают коммунальным службам в расчистке дорог и дворов. Вместе с соседями, вооружившись лопатами, люди расчищают свои дворы. Со взрослыми выходят и дети. При этом сами жители подписывают выложенные ролики так: «Провели время с пользой». Справиться со стихией помогает именно такая единая помощь, а еще оптимизм и юмор. В интернете тем временем появился шуточный видеоролик, где Казань погружена в зимнюю спячку. Надеемся, что чья-то фантазия не станет реальностью для всех нас. Диляра Юсупова, 7 дней. Погода вносит коррективы, отменяются рейсы, не все высокие чиновники могут добраться до Казани, но жизнь продолжается. И как бы то ни было, Казань и Татарстан готовятся к большим, не побоюсь этого слова, великим событиям. 2024 год в этом плане, конечно, особенный. Столица Татарстана готовится принять сразу два крупнейших мультиспортивных старта – Игры будущего и спортивные игры стран БРИКС. Можно даже не сомневаться, что оба события оставят след в истории республики и страны. Игры будущего – новый высокотехнологичный турнир международного уровня, который впервые в истории примет Россия, и пройдет он на нескольких площадках в Казани. С 21 февраля по 3 марта. В течение 10 дней на площадках выставочного комплекса «Казань-Экспо», а также IT-квартала в Казани, в Иннополисе и на других площадках будут состязаться более 2000 участников в 21 дисциплине. Как заверяют организаторы, проект запомнится как инновационное шоу, объединяющее не только спортсменов со всего мира, но и разные вселенные. То есть это такая идея совместить набирающие обороты и популярность киберспорт с физической нагрузкой. Игры будущего – грандиозное спортивное событие на стыке науки, спорта и технологий. А следом за играми будущего нас ожидают игры стран БРИКС. И это будет еще одно не только спортивное, но и международное событие с приставкой «ТОП». Игры пройдут в Казани с 11 по 23 июня. На этот масштабный форум мы ждем не меньше 5500 гостей, больше 3000 спортсменов, 2000 официальных лиц и до 500 приглашенных участников. Как недавно отметил глава российского МИД Сергей Лавров, в отличие от Международного олимпийского комитета, мы не политизируем спорт, не делаем его заложником чьих-то недобросовестных амбиций. К нам могут приехать спортсмены разных убеждений, и у нас нет недружественных спортсменов и недружественных граждан. При этом задача, само собой, провести мероприятие на высочайшем уровне. Напрямую так никто не говорит, но, по сути, в какой-то части это будет альтернативой Олимпийским играм в Париже, которые с подачи МОК становятся все больше политически ангажированными и теряют спортивную привлекательность. Соответственно, отношение к играм БРИКС самое внимательное и серьезное. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, помощник президента Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, раис Татарстана Рустам Минниханов и другие вошли в состав оргкомитета игр БРИКС. Некоторые из высоких гостей были в Казани на этой неделе, другие приняли участие по ВКС из-за снегопада, не добравшись до Казани. Подробности прямо сейчас. Казань – спортивная столица, хозяйка игр БРИКС, еще и фиджитал столица России. Почему сейчас для большинства и экспертов, и чиновников вопрос из разряда риторических? Потому что Казань – это лучшая инфраструктура, в том числе в IT-сфере. Потому что Казань – это самые современные и комфортные спортивные объекты. Потому что Казань – это богатый опыт проведения различных мероприятий и форумов мирового уровня. В этом году Россия председательствует в объединении БРИКС, а сам саммит пройдет в октябре в Казани. Игры стран БРИКС пройдут чуть раньше, и это в любом случае будет отдельное, значимое событие прежде всего для мирового спорта. А столице Татарстана не привыкать принимать такого рода состязания. У Казани, наверное, самый большой сейчас в стране опыт проведения международных соревнований на высочайшем уровне. Надеюсь, что эта традиция также будет продолжена и с играми БРИКС. Игры БРИКС – совсем молодая практика, что и неудивительно, само объединение стран появилось сравнительно недавно.
В 2016-м Индия провела первый футбольный турнир 5 стран. В 2020-м был разработан логотип игр и принят меморандум о проведении соревнований в стране председателя. Россия же выводит сам формат состязаний на новый уровень, одновременно демонстрируя открытость и дружелюбность. К участию в играх БРИКС в этом году приглашаются не только страны-участники объединения. Уже известна и дата проведения соревнований с 11 по 23 июня. Я заверяю, что в республике имеются все необходимые ресурсы для воплощения этого проекта. И заверяю, что мы приложим все усилия для того, чтобы игры состоялись на самом высоком организационном уровне. И мы выполним все возложенные на себя обязательства. Чуть больше месяца до игр будущего в Казани еще одно, как часто говорят, мультиспортивное мероприятие. Еще вопрос, чего в нем больше, спорта или технологий. В одном можно не сомневаться, это будет супер интересно и сверхинтригующе. К знакомым многим названиям, как то футбол и баскетбол, добавится скейтбординг, фиджитал-гонки, соревнования по спортивному программированию и битва роботов. Казань уже немного знакома с этими дисциплинами. Пробные фиджитал-игры уже проводились в столице Татарстана. А на этой неделе у нас прошел гранд-финал республиканского чемпионата по фиджитал-спорту. Он прошел в формате семейного фестиваля и получил название «Татарстан. Будущее». Старт финальным состязаниям дали Дмитрий Чернышенко, Рустам Миниханов и Олег Матыцын. Казань сегодня не только спортивная, но и фиджитал столица России. Уверен, мы не только пройдем соревнования на самом высоком уровне, но и вовлечем другие страны в новое международное спортивное движение. Нашей столице доверено провести первые международные фиджитал-игры. И вот здесь мы видим, что у нас очень серьезная команда. Я хотел бы поприветствовать вас и пожелать вам успехов и хороших соревнований. Спасибо. В церемонии открытия принял участие самый молодой оператор беспилотников в России Булат Нургалиев. Постоянные зрители программы «7 дней» с ним хорошо знакомы. Это он в сентябре попросил Владимира Путина организовать в стране коптер-парки. Желание Булата исполнилось уже весной. Он появился на крыше IT-парка. Я смогу летать уже не в лесу между деревьев, а в нормальном месте. Киберспорт, фиджитал-игры уже реальность. Как стали реальностью роботы и технологии с искусственным интеллектом в нашей повседневной жизни. Просто в Казани можно было заглянуть на шаг, на 2 шага вперед. Компания из Москвы привезла на фестиваль робота-баристу. Здесь же можно было увидеть робота, рисующего посредством нейросети. Беспилотный робот-самосвал от КАМАЗа. И все же забывать о спортивной составляющей игр и фестиваля не стоит, тем более, что конкуренцию нашим ребятам на чемпионате приехали составить ребята из Африки. Есть Бенин, Нигерия, Зимбабве, Камерун и Замбия. 5 стран представлены здесь. 5 стран будут участвовать. Людям это интересно, это зрелищно, потому что сегодня мы сделали все на одной площадке. Людям не надо никуда ходить, переходить и так далее. Также будет чемпионат дронов. Они с тех же мест смогут все это увидеть одновременно. Поэтому я считаю, это один из лучших видов спорта. Сегодня проводятся республиканские фиджитал-игры. И это тоже очень хорошая, во-первых, популяризация нового движения. И, во-вторых, очень хорошая платформа для уверенности, что главное событие игры будущего пройдут успешно. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. 7 дней. Более 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС. У этого объединения очень большое будущее, и Россия будет делать все, чтобы новые члены БРИКС органично вписывались в работу структуры. Об этом на этой неделе заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. На сегодняшний день свое участие в международном форуме подтвердили 33 государства. По количеству гостей цифры пока не ясны, но это до 20 тысяч человек, требующих особого гостеприимства, так называемого френдли отношений, исходя из национальных ментальных особенностей. Если к таким мировым событиям, к универсиаде или чемпионату мира по футболу у Казани было несколько лет для масштабной подготовки, то о проведении саммита в столице республики стало известно за год до даты. Хватит ли мощностей тех же отелей и что следует ждать, Татьяна Тимошенко расскажет.
Казань станет точкой мировых новостей в октябре этого года. Значение саммита БРИКС трудно переоценить в современных политических условиях, когда Запад отменяет, а БРИКС, форум государств мира с развивающимися экономиками, объединяет. И термин «развивающиеся» дает вектор и место для прорыва вперед. Страны, входящие в БРИКС, это треть всей мировой экономики и более 40% населения Земли. Мы видим, что вот тот же самый БРИКС, да, тот же самый экономический союз БРИКС, который вызывал, весьма, скажем так, нейтральные оценки, негативные со стороны наших противников, нейтральные, очень осторожные среди других стран, сейчас сформировал гигантскую очередь на вступление, потому что кооперация на взаимовыгодных отношениях с договорами, которые не нарушаются, да, без давления для получения односторонней выгоды, это привлекательная позиция в современном мире. И наша задача сейчас создать технологические альянсы, которые бы выстроили вместе с ними большое общее технологическое пространство. Вот если мы не сделаем это за следующие 10-15 лет, наша экономическая и политическая ситуация будет очень тяжелой. Эксперты клуба «Волга» подводят итоги пятилетки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он будет продлен еще на 6 лет. Геополитика, экономическая ситуация и репутация стран главных игроков на мировой арене сейчас способствуют технологическому суверенитету, к которому стремятся так называемые развивающиеся страны. Закрепление на новых экспортных рынках Африки, Латинской Америки, Южной и Восточной Азии, Ближнего, Среднего Востока должно обеспечить российским экспортерам долгосрочные перспективы. И опыт Татарстана в налаживании и поддержании партнерских связей трудно переоценить. Ежегодный экономический Казан-форум «Россия. Исламский мир» только в прошлом году собрал делегатов из 85 стран мира. Козырь Татарстана – это то, что есть прямой выход на исламский мир. Мы недоиспользуем и исламское финансирование, и наши отношения с исламским миром. А исламский мир очень динамичен, он большой, он пассионарный, он будет развиваться, ему все нужно. Сейчас и Ближний Восток, и Иран, и такие страны, как Пакистан и Саудовская Аравия, выходят, скажем так, на новый этап технологического развития. Им все нужно. Интересная тема – это сейчас операционные системы для электрических автомобилей. В Набережных Челнах реализуется проект «Атом». Это проект электромобилей, который в следующем году выйдет с конвейера. Создается российская операционная система под электромобиль, которая является основой не только для российских автомобилей, в том числе является экспортно ориентированным продуктом для других стран, которые также, скорее всего, будут хотеть выпускать электромобили. И, конечно, мощнейший кластер Татарстана – это государственные системы. Хотим мы, не хотим. Мы начали эту работу еще 10 лет назад. Это впервые в стране были переведены госуслуги. И те цифровые платформы, которые есть в Татарстане в части госуслуг, электронного документооборота, электронной цифровой подписи, мы уже видим интерес как стран наших партнеров из стран исламского сотрудничества, видим интерес стороны стран ближнего СНГ. Ожидается, что на саммит БРИКС приедут представители 33 государств. Каждое такое крупное мероприятие, конечно, дает толчок для развития города. Так было с универсиадой, чемпионатом мира по футболу, буквально поменявших инфраструктуру столицы Татарстана. Но к ним готовились за несколько лет до событий. Всего за 15 лет форумов БРИКС Россия принимала саммит 3 раза, и один из них в видеоформате. Самым значительным по вложениям стал 2015. Тогда Уфа принимала 5 глав стран-участниц. Были построены новые объекты, конгресс-холл, гостиницы, был временной зазор от объявления до приема гостей. Казань же сейчас в режиме нон-стоп международных мероприятий и за столь короткое время на масштабную стройку рассчитывать не может. Кроме того, поток туристов в Казань не останавливается. Предполагается, что в дни саммита, кроме делегаций, столица Татарстана примет около 100 тысяч человек. Весь номерной фонд рассчитан на 17 тысяч. Это уже гораздо большие требования к номерному фонду, чем были во все проводимые мероприятия. Это уже выводит Казань на уровень столиц, таких как Москва, которая тоже принимала. Момент, который надо будет, на который обратить внимание, это то, что касается персонала. Все-таки понимание того,
каким образом обслуживать международные делегации, у ательеров тоже должно быть. В каких-то гостиницах будут также и переделаны номера под категории, да, под категории люкс и президентские номера. Конечно, очень важно, помимо инфраструктурных вопросов, да, еще и это, и мы отрабатываем сейчас виды из окон гостиниц, то есть это постоянно в таком каждодневном режиме работаем над этим вопросом, то есть чтобы благоустроена была прилегающая территория. К сдаче международного экзамена на гостеприимство Казань будет готовиться в нон-стоп режиме. В течение этого года город будет принимать важнейшие для имиджа страны форумы. Подготовка к саммиту БРИКС перешла в активную фазу выполнения намеченных планов. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. 20 января государственному советнику Татарстана, первому президенту республики, герою труда России Минтимеру Шариповичу Шаймиеву исполнилось 87 лет. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения. В поздравлении на татарском языке он поблагодарил первого президента за труд на благо республики и страны, а также пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Үзгәреш чорында республиканы җитәкләгән кеше. Татарстаныбызны без хәзер белгәнчә уңышлы һәм алдынгы итүче. Ул күп еллар республика файдасына хезмәт иткән һәм бүгенге көндә дә хезмәтенә тугры калучы кеше. Минтимер Шарип улы Шаймиев. Огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия в социально-экономическом развитии Татарстана, да и всей России, безусловно, принадлежит Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. Сильному, неординарному политику, человеку исключительной мудрости и ответственности. История его трудовых побед и достижений – достойный пример для каждого татарстанца. Истинный патриот нашей Родины. Халкыбызның лайыклы улы һәм горурлыгы. Туган көнегез белән. С днем рождения, Минтимер Шарипович. День рождения Минтимера Шаймиева – тот случай, когда позитивные эмоции и теплые чувства охватывают всех татарстанцев. И такая всеобщая любовь объяснима. Для многих руководителей, в том числе для действующего раиса Татарстана Рустама Минниханова, он стал учителем и мудрым наставником. А для жителей республики именно с его именем связано становление мощного Татарстана, обретением статуса одного из ведущих и опорных регионов России. И сегодня, несмотря на возраст, Минтимер Шарипович чувствует себя бодро, остается активным политиком и государственным деятелем, продолжает трудиться в рамках фонда «Возрождение», ведет проект полилингвальных центров «Адемнар», принимает участие в различных мероприятиях и совещаниях, занимается спортом и ежедневно ходит пешком. Мы от души искренне желаем Минтимеру Шариповичу крепкого здоровья, жизненных сил и долголетия. Такой же энергии, чтобы завершить все намеченные планы. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Все районы республики преобразились в последние 15-20 лет. На селе должны люди жить тоже красиво, чтобы у них были условия такие же, как в городе. Татарстан – территория достижений, автобусный тур и разговор напрямую. Прокуроры с честью выполняют сложные и ответственные задачи по поддержанию законности и правопорядка в республике. Об этом заявил Рустам Минниханов на мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры России. 106 тысяч обращений, более 23 тысяч жалоб, принятых на личных приемах в прошлом году. Прокуроры провели 35 тысяч проверок в защиту прав граждан, общества и государства в самых разных областях. С участием Рустама Минниханова состоялось заседание Ассоциации содействия цифровому развитию. Встреча прошла в офисе компании «Татэнергосбыт» и была посвящена внедрению интеллектуальных систем в сфере ЖКХ. Раису республики презентовали передовые достижения. В управлении Росгвардии подвели итоги за год. Заседание провел премьер Алексей Песошин. В 2023 году сотрудники подразделений спецназа более 700 раз привлекались к выполнению служебно-боевых задач как в Татарстане, так и за его пределами. По подозрению в совершении преступлений задержали 147 граждан, в том числе 11 за преступления экстремистской и террористической направленности.
Фарид Мухаммедшин вручил удостоверение и значок депутата республиканского парламента Раилю Шамсудинову. Его кандидатура была поддержана на заседании Президиума Политсовета Татарстанского отделения «Единой России». Глава парламента пожелал коллеге успехов. Рустам Минниханов встретился с доверенными лицами и членами инициативной группы регионального избирательного штаба кандидата на должность президента России Владимира Путина. В мероприятии принял участие Минтимер Шаймиев. Он объявил, что тоже принял решение стать доверенным лицом действующего президента и вести соответствующую работу. Раис республики принял участие в заседании Международного наблюдательного совета научного центра «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». На встрече подвели итоги года и наметили планы на будущее. В 2023 году 442 проекта, обучающихся из республики, больше, чем из какого бы то ни было другого субъекта, стали победителями конкурса «Студенческий стартап». В 32 раза в минувшем году выросло число кибератак на Татарстан. Зафиксировано более 12 миллионов фактов подозрительной сетевой активности. Об этом заявили на коллегии Минцифры республики. Итоги года подвели с участием Рустама Минниханова и вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко. В развитии IT-отрасли Татарстан один из лидеров в стране. Пока все утопали в снегу, Чистополь в эти дни чуть не утонул по-настоящему. Здесь произошли 3 коммунальные аварии за 2 недели. Больше половины города остались без воды. Об этом говорили на субботнем совещании в Доме правительства. Раис республики поручила разобраться в деле, а именно местным властям организовать доставку воды для жителей города и внести предложение по переходу сетей водоснабжения из частных рук в госуправление. С днем рождения Минтимера Шаймиева одним из первых в субботу поздравил Михаил Мишустин. В своей телеграмме глава правительства отметил: Минтимер Шарипович – один из самых ярких политических деятелей, неординарный и многогранный человек. Трудно переоценить, отмечает премьер страны, его вклад в развитие Татарстана, а точное стратегическое видение, уникальный опыт, мудрость, выдержка и решительность помогают делать все необходимое для процветания республики. Председатель Государственного совета Фарид Мухаммедшин также выразил свои поздравления первому президенту республики, государственному советнику республики Минтимеру Шаймиеву. Мухаммедшин отметил, что Шаймиев – выдающийся политик, оказавший значительный вклад в формирование новой государственности Татарстана и России в целом. Под его началом по-прежнему реализуются крупнейшие гуманитарные и культурные проекты. Лично для меня он, отметил Фарид Мухаммедшин, соратник и единомышленник, учитель и наставник, убеждающий личным примером в жизни. А уже чуть позже Минтимер Шаймиев встретился с председателем Духовного управления мусульман республики муфтием Камилем Хазратом Самигулиным и митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Руководители мусульманской православной организации республики пришли поздравить первого президента Татарстана с днем рождения. Митрополит вручил Минтимеру Шаймиеву юбилейную медаль Русской православной церкви, а муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин вручил Минтимеру Шаймиеву высшую награду муфтията – орден Шигабуддина Марджани. Практически в каждой программе «7 дней» мы рассказываем о военнослужащих из Татарстана, которые сейчас выполняют свой воинский, человеческий, гражданский долг в зоне проведения специальной военной операции. Напомним, еще до начала частичной мобилизации были сформированы добровольческие батальоны «Алга» и «Темер». Это было летом 2022 года. А осенью Татарстан стал центром формирования подразделений, мобилизованных из 5 республик. Казанский танковый полигон стал местом сбора и подготовки военнослужащих. Именно здесь формировались полки и отправлялись в зону СВО. Наши корреспонденты в каждой поездке туда стараются навестить все батальоны и полки из Татарстана. Сегодня мы расскажем о награждении военнослужащих мотострелкового полка номер 1231, который, оказывается, был сформирован еще в 1941 году в городе Чебаркуль Челябинской области. В 1943 бойцы полка принимали участие в освобождении Витебска, Каунуса, Вильнюса, прорыве немецкой обороны на реке Неман. В 1946 году полк был расформирован, а в 2022 году по указу Верховного Главнокомандующего о частичной мобилизации полк 1231 вновь был сформирован в Казани. Об этом мы узнали в музее, который создан в одном из городов Донецкой Народной Республики. Тут вещи ребят, рабочая карта командира непосредственно лежит. Тихонова Антонина Николаевича, командир взвода у нас был в 3-м батальоне. Героически погиб, выводил подразделение для выполнения задач. Неотъемлемой частью музея
является непосредственно вот стена памяти. Создавалась она с целью увековечить память ребят, которые до конца выполнили свой воинский долг. В создании музея первой славянской бригады принимали участие и бойцы, в том числе полка номер 1231, сформированного в Татарстане, и те, кто, находясь в тылу, здесь частые гости. Благодаря командиру первой славянской бригады, благодаря его инициативе был создан этот музей. Фонд Дамира Исламова принимал участие непосредственно в создании данного музея, помогали материально. И люди непосредственно с Республики Татарстан, они просто давали розы, везли сюда березы. Здесь, как вы видите, стоит и молитва мусульманская, и икона Божьей Матери стоит. Представители Татарстана, Башкортостана, Мариэл, Удмуртии и Чувашии в одном полку вдали от малой родины защищают интересы большой страны. И рядом в сквере небольшой мемориал, чтобы каждый прохожий не забывал, благодаря кому сейчас здесь стало мирным людям жить спокойнее. Благодаря тем, кто уже не вернется, и тем, кто продолжает выполнять свой человеческий долг. Мы здесь для того, чтобы в мире не было ни фашизма, ни нацизма. Это очень такой вопрос серьезный. Вот. У меня дед воевал, я вообще кадровый военный. Вот. Дед воевал в том числе и здесь, поэтому немножко тогда с ними не закончили. А они нам спокойной жизни не дадут, если нас бы здесь не было. Воюем. Я бы назвал их с фашистами, действительно, потому что, зная того, что в том же самом Донецке живет мирное население, они продолжают до сих пор обстрелы. По-другому их назвать невозможно. Они их презирают за то, что они разговаривают на русском языке. Хотели попасть в Европу все. Поэтому те, кто разговаривает на русском языке, для них то же самое противник. Они не считают их за мирных граждан. С военнослужащим с позывным «Большой» мы общались в августе 2023-го. К тому времени он был награжден медалью за отвагу. В этот раз получил еще 2 награды. Медаль за отличие в бою от Народной милиции Донецкой республики и медаль ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Не все смогли прийти в это время в это место для награждения. Боевые задачи не отменяются. И после получения наград они возвращаются на боевые позиции с приподнятым настроением. В виде отношения нашего правительства, государства к нам, к военнослужащим, которые вот сейчас находятся здесь, выполняют поставленные задачи, мы чувствуем какое-то спокойствие, может сказать, за тыл, за то, что с женами, с семьями происходит помощь от правительства, от государства, я так хотел сказать. Нас не забывают. Военнослужащий с позывным «Крест» из казанского поселка Юдино. В 2000 году окончил Казанское артиллерийское училище. Был перерыв в военной службе. На призыв в рамках частичной мобилизации откликнулся без сомнений. Да, не каждый день у нас с вами все происходит, как мы хотим, как мы представляем, но ребята адекватные. И уже год здесь, и они сами знают, что им надо, как надо, почему и как они ведут себя. Сейчас очень сильно изменились. Изменились они в лучшую сторону. Они стали совершенно другими людьми, более ответственными, более дисциплинированными и дружными. И взаимовыручка очень сильно выросла у людей. Так вот как-то. Ценим жизнь каждого из нас. Друг за друга. Привет всем родственникам, те, кто узнал. Особенно Иришке. Ребята достойно выполняют свою боевую задачу. Каждый из них выкладывается на 100%. Каждый из них. Победа будет за нами. И в этом ни один боец не сомневается. Мы все ваши близкие, и мы все жители Татарстана. Вами гордимся, вас уважаем, помним
помним о том, что вы делаете, и знаем, что вы будете это делать самым качественным способом. И, соответственно, мы ждем вас всех домой живыми и здоровыми. Безусловно, с победой. Спасибо всем. Зуфар Давлетшин, Булат Абдульманов, Андрей Ключников, Александр Ситнов. 7 дней. Донецкая Народная Республика. Продолжаем программу «7 дней». На этой неделе Владимир Путин в Москве провел встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации. Участниками Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России». Первый форум, организованный по поручению президента Российской Федерации, собрал более 7,5 тысяч представителей муниципалитетов из 89 регионов страны. Делегацию Татарстана во главе с первым заместителем руководителя администрации РАИСа Республики Татарстан, начальником управления РАИСа по работе с территориями Ильнуром Гариповым и председателем Совета муниципальных образований Татарстана Экзамом Губайдулиным вошли 94 человека. Это мэры городов и главы районов, а также руководители сельских поселений республики. Для справки, в России сейчас 4,5 миллиона муниципальных работников. Как отметил Владимир Путин, мы очень заинтересованы, чтобы на эту работу люди приходили подготовленные, перспективные, умеющие и желающие работать, особенно молодежь. Сейчас важно работать над более активным участием муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития. Особое внимание, сказал президент, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. У них совсем другие жизненные приоритеты, в отличие от тех персонажей, которые прыгают без штанов на каких-нибудь мероприятиях. С учетом последних событий понятно, кого имел в виду наш президент. И, к слову, на этой неделе стало известно, что Владимир Путин учредил в стране почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. В рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России» Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей премии служения. Лауреатом конкурса стал глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов в номинации «Судьба человека. Гордость Отечества». В Татарстане это известно каждому. Мамадышский район самый большой по территории и точно один из самых красивых и величественных. И все-таки Мамадыш хоть и город, но точно не Париж и не Казань и даже не Челны. Поэтому планы планами, а грандиозные проекты вроде горнолыжного комплекса, благоустроенной набережной или промышленной площадки на 80 гектаров лучше отложить и довольствоваться районными масштабами задач. Да и жизнь спокойнее будет у главы. Уверен, услышь такое, Анатолий Иванов даже обидится, разозлится. А чем мамадышцы хуже казанцев, челнинцев или парижан? Я всегда говорю и своим, значит, коллегам тоже, нужно за работу взяться. А потом, значит, вот посмотрите, сколько объектов мы взялись, ни один же сегодня не простает, все сегодня завершили. Поэтому и горнолыжка, конечно, это тоже наша вот мечта, она в этом году сбывается. Это, наверное, счастье для такого максималиста по жизни, как Анатолий Иванов, увидеть результаты своего труда в виде реализованных самых амбициозных проектов. Горнолыжного комплекса, на секунду, с крупнейшим в Поволжье трассой «Зиплайн». И не только. Идея главы и всех нас, это чтобы вошли сюда инвесторы. Предварительно уже договоренность есть. В планах построить также гостиницы здесь, аквапарк. Или возрождение Мамадыша как туристического центра, а в перспективе центра для религиозного паломничества со всего мира, для чего было сделано, казалось бы, невозможное. В местный храм лично главой Ивановым доставлены частицы мощи святого Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых всеми христианами святых. У нас вот в храме мы тоже можем лицезреть вот такую прекрасную картину, когда рядом мощь Николая Чудотворца и башмачок святителя Спиридона, ведь они были друзьями между собой. Вот сейчас они в этом храме, вот их святыни хранятся рядом. Еще одна, на первый взгляд, изначально малореалистичная задача – запустить в Мамадыше современную высокотехнологичную промышленную площадку, самую большую по территории из муниципальных. Признаюсь, на открытии промпарка были сомнения, сумеет ли в Мамадыше не на бумаге, а реально освоить огромную территорию. Здесь, говорят, проблемы были, но проработали кадровые вопросы с местным колледжем, позвали инвесторов, создали условия, постепенно, не сразу. К производителям окон добавилась мамадышская стекольная компания. Все есть. Вода есть, душ есть после работы, как бы. Вот. Столовая есть.
Именно здесь, на промышленной площадке в Мамадыше, производят все пластмассовые детали для сидений автомобилей КАМАЗ, ГАЗ и Уралаз. Планы расширяться быстро и поступательно, рассказывает нам инвестор Равкат Сафин. Сейчас вот 2 робота установили, сейчас еще лазер в пути. Еще 4 робота у нас в пути. Здесь же новое картонно-бумажное производство, готовое к запуску. Еще с десяток проектов инвесторов не только из Татарстана, но и из Якутии, Казахстана, Турции и Ирана. Это будущее нашего города. Вот когда мы построим на этой площадке 40-50 заводов производства откроем, вот тогда можно будет сказать, что город как город состоялся. Потому что это, я считаю, самое главное и будущее для всех наших городов. Огромное признание и заслуженная награда из рук президента страны. Глава Мамадышского района Анатолий Иванов стал лауреатом Всероссийской премии служения специальной номинации «Судьба человека. Гордость Отечества». Сегодня здесь представители муниципального сообщества из всех регионов страны, главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципальных организаций, люди, которые в своих городах, районах, сельских поселениях добиваются реальных изменений к лучшему. Свое призвание находят в труде на благо сограждан. Я испытывал в первую очередь, наверное, гордость за свою республику, гордость за свой город, за свою команду. И в то же время большую ответственность. Последние годы мы же видим, что Мамадыш преобразился. Мамадыш стал он практически узнаваемым не только в Татарстане, в целом именно вот в Российской Федерации. У нас очень мощная поддержка в целом муниципалитетов, местного самоуправления со стороны правительства. К сожалению, во многих регионах положение, оно незавидное. Мы вот встречаемся с коллегами, они знают, они видят, как развиваются регионы, как развивается Татарстан. Но у нас, в самом деле, вот все вот эти программы, которые приняты, которые сегодня они работают, безусловно, это здорово поддерживает развитие наших муниципалитетов. Сам лауреат Иванов свою премию называет не столько признанием личных заслуг, а победой всей команды, в которую входят не только нынешние руководители и главы сельских поселений района, но и все его предшественники, которые заложили основу нынешних достижений. И, к слову, не только города Мамадыш, а всего огромного района, в который входят и такие небольшие деревни с развитой инфраструктурой, как Малая Сунь. Деревня не только благоустроенная и красивая, летом особенно, рассказывает нам глава суньского поселения Мансур Салахов, но и знаменитая, прежде всего тем, что именно отсюда прославленный композиторский род Ярулиных. Загидулы Ярулина, создателя знаменитого марша Тукай и основателя первого татарского струнного оркестра. Фарида Ярулина, автора балета Шурале, и Мирсаида Ярулина, создателя первой татарской оратории Кеше. Как тут хранят память о своих великих предках, это надо видеть. Недавно отстроенный сквер памяти композиторов, огромное панно в сельском клубе и, конечно, уникальный музей с подлинными экспонатами. Глава суньского поселения не без гордости показывает и клуб, и школу. Если школы не будет, считай, и деревни нет, если откровенно говорить. У нас сегодня и школа, и детский сад, и клуб, все работает с полной загрузкой. Люди видят это, и многие понимают, что лучше оставаться на малой родине. Все же есть, можно и нужно радоваться жизни. Строительство объектов соцкультбыта, строительство жилья, строительство, ремонт, капитальный ремонт там спортивных объектов. Они же то же самое, все направлены в первую очередь на повышение благосостояния населения. Вклад Татарстана в развитие Российской Федерации – это огромный. Поэтому мы с уважением ко всем относимся и все смотрим, сравниваем, друг с другом знакомимся. Конечно же, и в этом есть, наверное, наша сила в единстве. Глава администрации в последнее время часто употребляем слово «фронт». У каждого свой фронт. У ребят это на линии фронта фронт, а у нас в тылу свой фронт. И, конечно, мы надеемся, смотря вот такую мощь России, регионов, конечно, у нас ни копейки, сомнений нет, что, конечно, наше дело право и победа будет за нами. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.
Чуть меньше 2 месяцев до выборов президента России. Напомним, голосование пройдет с 15 по 17 марта. И вполне вероятно, что найдутся силы, которые будут пытаться раскачать ситуацию в стране, используя любой повод. Мы уже видели это на примере соседнего региона, где прошли массовые беспорядки. Очень может быть, что это только начало, если люди в регионах будут поддаваться на провокации. Мы уже это проходили в 90-м, 91-м годах, после чего не стало такой большой и сильной страны, как Советский Союз. Надеюсь, что в нашей республике разум будет сильнее эмоций. Тем более, что за последние годы Татарстан стремительно развивается, как говорится, не благодаря, а вопреки тем самым западным антироссийским санкциям. У нас сегодня реализуется более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются национальные проекты, инициированные президентом России. В нашей республике они действительно работают. Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по продолжительности жизни. Средняя цифра 75,3 года. За прошедшие 5 лет построено и капитально отремонтировано 988 объектов здравоохранения. По приросту населения наша республика тоже лидер в ПФО. Население Татарстана уже более 4 миллионов человек. С 2018 по 2023 годы у нас родилось более 245 тысяч детей. Почти в 1,5 раза выросло количество многодетных семей. С 35 тысяч в 2018 до 50 тысяч в 2023 году. Цифры можно перечислять долго. Главное, мы сами все видим. Это не сухие бумажные отчеты, это наша жизнь. На этой неделе стартовали встречи с активистами муниципалитетов. Дискуссии с названием «Татарстан. Республика достижений». Жители 29 районов Татарстана смогут пообщаться с депутатами Государственной Думы России от Татарстана, республиканскими парламентариями, министрами, руководителями разных уровней, общественными деятелями, представителями местных властей, героями специальной военной операции. Развивающиеся регионы в целом похожи друг на друга. Каждый отстающий несчастлив по-своему. Так, перефразируя слова классика, можно оценить работу властей на местах. Впрочем, вторая часть высказывания к Татарстану, скорее всего, не относится. Все районы республики преобразились в последние 15-20 лет. Именно тогда, когда начали работать национальные проекты. Сначала они назывались приоритетные проекты, сейчас уже национальные проекты. И это стратегия президента Путина для преобразования всей страны. Это стратегические цели – изменить страну, сделать ее конкурентоспособной, сделать ее сильной, несмотря ни на что, ни на пандемию, ни на СВО, несмотря ни на что. Тот случай, когда не надо придумывать поводы, выдумывать достижения. Отличие от некоторых других регионов России в том, что в Татарстане все масштабнее и быстрее. И это от того, что зачастую на каждый федеральный рубль республиканский бюджет кладет свой, а власти на местах добавляют по возможности. У нас есть некие программы сейчас поддержки. Мы включаем программы, федеральные программы, республиканские программы, приобретение жилья, подъемные. Как по некоторым отраслям, это в основном социальные отрасли. Также у нас работодатели очень заинтересованы в том, чтобы удержать молодежь, чтобы у них появились кадры. Наблюдаем мы положительную миграцию. К нам начали переезжать, дома покупают. Это тоже дает свои результаты. За каждым районом Татарстана закреплены несколько кураторов от правительства, от парламента, чтобы знать, что происходит, контролировать и помогать. Куратором вашего района быть приятно, комфортно, знать, что все, что сделано для вашего района, это все реализуется. Не переживаем за освоение этих средств, не переживаем за результат. Вот я хочу поставить Высокогорскому району и команде главы, которые отработали очень достойно, 5. Саванцев. Нет. 5 с надеждой, что будет на следующий год еще 5 с плюсом. На селе должны люди жить тоже красиво, чтобы у них были условия такие же, как в городе, чтобы ничем они не были хуже, чем городской житель. Только тогда мы можем, скажем, говорить о достойной жизни и достойном внимании государства в отношении сельчан.
Депутаты федерального парламента тоже в ответе за тех, кто за них голосовал. От Москвы до самых до окраин бывает очень далеко, и то, что волнует людей на земле, узнают как раз те, кто представляет их интересы в самом центре страны, чтобы именно по озвученным на местах задачам строить свою работу. Действующие национальные проекты, они завершаются в 2024 году. Предстоит определить новые проекты. Вот, например, конкретно, что было бы правильно, необходимо, наиболее востребовано именно для жителей Лаишевского района. Вот я высказал свою точку зрения о том, что, конечно же, развитие туризма, развитие рек, туризм именно по рекам, он дал бы огромное развитие для Лаишева. Это новые бюджетные инвестиции, это новые рабочие места. Наша задача, чтобы было вот все программы, которые 49 федеральных программ, объединенных в 14 национальные проекты, были обеспечены финансированием. То, что мы сделали в бюджете 2024 года, ни одна программа не усечена, ни одна программа не убрали. Татарстан – республика достижений. Таков девиз стартовавшего 15 января своеобразного агитпробега по 29 районам республики. Именно достижений, не просто возможностей. Вспоминали все то, чего достигли за последние годы, чтобы понять, к чему стремиться дальше. Изменилась вся страна. И мы сами изменились. Вот в чем самый-то и секрет, и самый вкус вот этих национальных проектов. Национальные проекты – это главный план. Главный план – как реализовать наиболее важные просьбы людей. Когда мы шли на выборы, когда до нас шли на выборы, каждый раз, встречаясь со своими коллегами, с гражданами, мы, безусловно, всегда слышали те вещи, которые беспокоят граждан. Республика, как наша страна, развивается, поэтому мы хотим, чтобы вот такая же политика продолжалась и после выборов, и мы будем активно работать с нашим населением. И я уверен, что наши люди, наш район всегда будет поддерживать. И давно было сказано, что сильная страна складывается из сильных регионов, к которым не первые десятилетия относится Татарстан. Успех нашей работы в чем? Конечно же, это и командная работа, это и поддержка наших депутатов. Мы с каждой встречей, с каждого мероприятия пытаемся какую-то пользу для района ставить. В районном центре вот такой дом культуры, здесь даже вот гостей встречать стыдно, и туалет не работает. Проектная документация есть, экспертиза есть. Помогите в рамках опережающего финансирования в 2024 году включить проект. Мы сами делаем свое будущее. Соответственно, детей нужно воспитывать так, чтобы они относились ответственно к нашему государству. К тому месту, где они живут. Зуфар Давлетшин, 7 дней, при содействии Кукмарской и Высокогорской телекомпаний. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, Исянмесис. На следующей неделе синоптики обещают сначала похолодание, затем снова повышение температуры, однако до вполне комфортных показателей. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана неделя начнется с минус 15-16 градусов днем и минус 16-21 ночью. Дальше ожидается повышение температуры. Сначала до 11, затем до 7 градусов ниже нуля. Днем и 12-15, затем 7-9 ночью. Всю неделю, кроме вторника, прогнозируются осадки в виде снега. На юго-востоке погода почти такая же, однако прояснений не обещают совсем. В начале недели 15, затем 12, дальше 7-8 градусов мороза днем. Ночью от 15 до 21, затем от 8 до 12, повсеместно пасмурно и снежно. В центре республики также все 7 дней будет облачно. Ожидается снег, только во вторник будет светить солнце. Что касается температуры, то она будет постепенно повышаться. С 18 до 14, затем до 7 градусов. Самая холодная ночь со вторника на среду, 22 градуса мороза. Снег обещает практически всю неделю. На юго-западе Татарстана в первые 2 дня недели будет солнечно и без осадков. Потом пойдет снег. Температура 17-15 в понедельник и вторник. Затем 12, 9 и 5-6 градусов ниже нуля. Ночью в начале недели морозно 20-21. В конце недели 7-9.
Пасмурно будет на северо-западе республики и в столице Татарстана. Прояснение только во вторник. Температура 16-12 в первой половине и 8-6 во второй. Морозные ночи прогнозируют в самом начале. Температура составит около 20 градусов. К концу недели 6-9 градусов мороза. Снег не прекратится. Это все о погоде на предстоящие 7 дней. Берегите себя, хорошего вам настроения. Всего доброго.